Железную дорогу до Нижнего Бестяха в Якутии примут в эксплуатацию весной этого года. Такое заявление в соцсетях сделал председатель правительства Владимир Солодов. Как спроектировать частный дом в условиях вечной мерзлоты? На этот вопрос призваны ответить школьники в рамках научной конференции «Большие вызовы». В столице республики занялись подготовкой купелей. Организаторы ожидают, что в этом году к священному таинству прикоснутся около 20 тысяч человек. Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии работает Василий Радченко. Поговорим о главных событиях к этой минуте. С 1 февраля ежемесячные выплаты проиндексируют на 4,3%. Об этом на заседании правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, на эти цели из бюджета будет дополнительно потрачено 25 миллиардов рублей. В увеличенном размере финансовую поддержку получат более 15 миллионов россиян. Тяжелобольные смогут получать лекарства бесплатно не только на лечение в больнице, но и по месту жительства в дневном стационаре. Законопроект о паллиативной помощи, подготовленный по поручению президента страны, вышел в среду, первое чтение в Госдуме. Нововведения в этой сфере призваны защитить тяжелобольных от страданий, дать им возможность в последние годы жизни находиться дома, а не в больнице. Паллиативная помощь включает как обеспечение лекарствами, так и приобретение медицинского оборудования, которое будет использоваться на дому. В этом году на эти цели из федерального бюджета планируют выделить более 4 миллиардов рублей. Одним из способов привлечь в районы медицинских специалистов – это обеспечить их всем необходимым и установить условия выше, чем в столичных поликлиниках. Квартира, стартовый капитал, работа, заманчивое предложение для врачей в Ленске. Это помогает обеспечить больницы по меньшей мере 10-15 кадрами в год. Планируют ли специалисты остаться в районе насовсем? Репортаж Светланы Болеевой. В прошлом году штат Ленской ЦРБ пополнился новыми специалистами. Всего прибыло 19 врачей, из них 6 молодых специалистов. Отрадно, что большинство ребят – уроженцы Ленского района. Это сестры Анастасия и Серафима Ощепковы, акушер-гинеколог и терапевт. Врачи-терапевты Алина Шабоева и Сергей Кочнев. В кадровом укомплектовании произошли большие подвижки. Что уж говорить, что если раньше у нас на 10 врачебных участках районной поликлиники сидело 4 врача-терапевта, сейчас мы полностью укомплектовали терапевтическую службу районной поликлиники. Серафима Ощепкова выросла в поселке Нюэ. Закончив Ленскую школу, поступила в медицинский университет города Иркутска. Окончила высшее учебное заведение в прошлом году и сразу же приехала в Ленск. Устроилась терапевтом в районную поликлинику. Сегодня девушка ведет прием и ездит по вызовам. Мне очень нравится. Я сама не ожидала того, что вот от этой работы я буду получать удовольствие. Мне очень нравится помогать людям, то есть даже здорово. Алина Шаболина и Сергей Кочнев тоже работают в больнице. Алина ведет прием в поликлинике, Сергей – терапевт в отделении. Именно в Ленской больнице они получают свои первые трудовые навыки. Молодые люди признаются, что сложно, но всегда есть кому помочь и подсказать. Я приехала только с университета, опыта работы никакого, ничего, толком не знаешь, честно. Тебе помогают, всячески объясняют, никогда не откажут в помощи. Ринчин Дашиев, лор-врач, приехал из города Улан-Удэ. На родине молодой человек год работал в республиканской клинической больнице. Получив приглашение из Ленской ЦРБ, не раздумывая, согласился. С приездом нового специалиста впервые за многие годы в Ленской больнице стали проводиться операции на лор-органах. Составлен план уже на 3 месяца вперед. Очень много, даже десятилетиями у нас не проводилось лор-операций. Даже по таким мелочам, как тонзиллэктомия, аденоидэктомия, приходилось ездить в город Якутск. Сейчас практически все эти операции будут делаться у нас. Также появился врач в поселке Витим. Все молодые специалисты по приезду получили подъемные в размере 150 тысяч рублей. Встали на очередь на получение жилья. Пока же, ожидая муниципальные квартиры, всем врачам оплачивается половина от суммы съемного жилья. Благодаря созданным условиям у ребят желание задержаться в районе надолго. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.
Железную дорогу до Нижнего Бестяха в Якутии примут в эксплуатацию весной этого года. Об этом в своем инстаграм сообщил премьер-министр Якутии Владимир Солодов, сообщает телеканал «Якутия-24». Тарифы на грузовые перевозки снизятся, начиная с 1 июня, а в августе запустим регулярные пассажирские перевозки, сказал он. С вводом участка Томот-Якутск появится не только комфортный прямой тариф. Компания «Железные дороги Якутии» намерена участвовать в развитии железнодорожных станций и строительстве подъездных путей в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Уже есть опыт сотрудничества с Колмаром и Евразом. Кроме того, в Нижнем Бестяхе идет строительство подъездного пути на перегрузочной площадке Лорпа. А на рынке жилья в Ленске небывалый ажиотаж. Предложения значительно превысили спрос. Причины такой активности разные. Это и отток населения, и реализация районных целевых программ по обеспечению жильем работников бюджетной сферы. Также к увеличению операций с недвижимостью привели изменения, внесенные в законодательство в 2017 году. Подробности далее. Ленский рынок недвижимости переполнен предложениями о продаже жилья. Местные жители стремятся сбыть за относительно невысокую цену собственность, которую когда-то приобрели за более высокую сумму. Идут на это по разным причинам, но очевидно, явление приобрело массовый характер. Об этом говорит тот факт, что основную часть операций многофункционального центра составляют сделки с недвижимым имуществом. Через МФЦ предоставляются услуги по регистрации и оформлению недвижимости, по кадастровому учету и предоставлению сведений о недвижимости. На данный момент это одни из самых востребованных услуг из нашего спектра. То есть на сегодняшний день услуги Росреестра составляют 23% по регистрации недвижимости и 17% по предоставлению сведений о недвижимости. То есть в сумме 40% через нас услуг идет именно по недвижимости. Рост операций с недвижимостью специалисты многофункционального центра объясняют просто. Подводя итоги 2018 года, они выявили причину этого скачка. В целом по оформлению недвижимости через нас подано в этом году 2700 заявлений примерно. Операций стало значительно больше. Это связано с тем, что с прошлого года оформление недвижимости можно произвести только в центрах «Мои документы». То есть у Росреестра закрыты окна приема выдачи документов. Прирост составил примерно 8%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение количества сделок также объясняется активной реализацией районных целевых программ по обеспечению жильем работников бюджетной сферы. Служебного жилья было приобретено за 2018 год 13 объектов, 13 квартир. Общая сумма, которая потрачена была в 2018 году, составляет 26 миллионов 404 тысячи 45 рублей 60 копеек. Это те квартиры, которые были предоставлены специалистам, которые приехали сюда, да, или которые работают здесь, но не имеют собственного жилья. То есть это муниципальная бюджетная сфера, которая включает в себя основные направления: культура, образование, медицина. Для них жилье предоставляется в служебное пользование. В качестве поддержки бюджетников районная администрация также предусмотрела выделение субсидий на 500 тысяч рублей для приобретения жилья и 200 тысяч для выполнения капитального ремонта. Бюджетники охотно участвуют в этих программах. Остальные граждане не упускают момент приобрести жилье по выгодной цене. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На обратной стороне Луны погиб росток хлопка, выращенный на борту китайского аппарата Чанье-4. Он умер из-за наступления лунной ночи. Окружающая температура опустилась до минус 170 градусов по Цельсию. Впрочем, ученые признаются, что и не рассчитывали на длительный эксперимент. Также на Луну были доставлены семена картофеля, рапса, масляничных культур. Они и вовсе не взошли. На Луне низкая гравитация, сильная радиация, большая разница дневных и ночных температур. Все это неблагоприятно влияет на растения. Напомню, что Чанье-4 прилунился 3 января. Это первый зонд, севший на обратной невидимой с Земли стороне Луны. А как спроектировать частный дом с особенностями строительства в условиях вечной мерзлоты? На этот вопрос пытаются ответить и реализовать собственный проект участники Всероссийского научно-технологического конкурса «Большие вызовы». Учащиеся старших классов из разных районов республики, прошедшие отбор на муниципальном этапе, в течение недели проводят обзор литературы про элементы и принципы умного дома, выявляют существующие проблемы внедрения умных домов в республике и в результате создают свой макет
макет дома с применением технологий. Получается, автоматизация дома будет воспроизводиться с помощью специальных механизмов, которые помогут человеку сильно никаких усилий не прилагать и обеспечить ему удобство. Удобство, например, когда человек заходит в дом, будет автоматически открываться дверь, автоматически будет закрываться-открываться вентиляция помещения. Также будут стоять различные датчики ультразвуковые, которые позволяют отслеживать движение, если что-то нужно, например, по безопасности. Если какой-нибудь мошенник или вор проник в дом и, вести насчет этого учет. Потом также у нас будет производиться всего это питание. У нас питание будет тоже умное. Получается, на датчики у нас будет уходить альтернативная энергия. То есть мы эту энергию будем получать от солнечных панелей и генераторов. Тем временем в Якутске начались работы по подготовке купелей. Таинство крещения пройдет на Зеленом лугу, на водоканале и в поселке Жатай. Планируется задействовать 150 единиц техники. Безопасность же будут обеспечивать 600 представителей казачества, МЧС, МВД, медицинских и иных служб. В центре столицы на Зеленом лугу очищено порядка 2000 квадратных метров снега под купель и стоянку автомобилей на 400-450 машин. В месте, где будет располагаться Иордань, установят палатку на 50 мест и 4 30-местные палатки под раздевалки. Из расчета, что в мероприятии примут участие порядка 20 тысяч человек, безопасность и удобство в самой купели будет обеспечивать люлька из металла и дерева глубиной 1,5 метра. Ледяная прорубь официально начнет работать 18 января с 15 часов и закроется 20 января в 9 часов утра. Для удобства жителей от Преображенского храма будет курсировать платный автобус. То есть по мере накопления будут 2 автобуса находятся, то есть один привозит, другой там комплектует. Это зона трезвости, зона безалкогольная. Ну и врачи и так далее не рекомендуют употреблять алкоголь и так далее, потому что реакция может быть различная. Освещение пройдет завтра, перед 15 часами. На этом выпуск новостей подошел к концу. Оставайтесь на телеканале Якутия 24. Впереди вас ждет много всего интересного.